Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И снова, и снова нечего сказать хорошего. Я долго терплю, ох, как долго, но вынуждена быть откровенной, потому что нет других вариантов. Сколько можно терпеть безответного, неуважительного отношения в сотрудничестве? А сколько приходится умалчивать, делая вид, что все хорошо, прорвемся? Молчишь, ну, месяца два. Да можно вообще молчать. Но это не решает проблему, это наносит вред собакам. А волонтер старается не разглашать, не выносить ссор из избы. Это у нас повсеместно, и я не исключение. Что отличает нас от животных? Это умение разговаривать. Нам дана речь. Мне всегда казалось, что с помощью слова могу договориться хоть с кем, если это не отпетая тварь. Но вот не тут-то было. У меня с лета есть большая проблема. Это отсутствие денег и невозможность оплаты всех собак и вовремя. И вы это знаете. Какое-то время я пыталась карабкаться сама, без огласки. Я усиленно пыталась продвигать собак в пристройстве, чтобы их уменьшить. Но это до сентября, пока не закрылись границы. Дальше еще хуже. Платежные системы, площадки закрылись. Помощь уменьшилась в разы. И я оказалась в западне, наедине с передержками и с собаками. И вот дальше пошла проверка людей на выносливость, на человечность, на терпимость, на понимание ситуации. Мы все разные. Порог терпения у всех разный. Насколько в каждом человеке человека, а насколько меркантильности, дряни, это тоже у всех по-разному. Много лет я работаю с одними и теми же передержками, которые мне понятны, знакомы, которые отвечают на все просьбы, которые тебя слышат. И даже если мы ругаемся из-за денег порой, но они все равно видят, что происходит, терпят, хоть и с трудом, но хотя бы идут на контакт и видят, что куратор лезет из кожи и не бросает собак. Но у меня, как оказалось, есть одна передержка, с которой мы сотрудничаем всего лишь 1 год, с которой было видимое хорошо до того момента, пока я оплачивала. Как только оплата стала задерживаться на 2-3 месяца, открылась их сущность, их истинное лицо. Они перестали следить за собаками. Они стали уезжать на отдых, бросая собак, не выгуливали собак вообще, не поставили меня в известность о своем отсутствии, иначе бы я срочно и спешно забирала собак. Хорошо, что в декабре я забрала у них 21 собаку, как чувствовала. О них я вам рассказывала, не вдаряясь в подробности. Просто перевезла. Бедные, как они радовались выгулу, снегу на новом месте. Но там у меня оставались еще 15 собак. Вести их было некуда. Чтоб куда-то перевести, надо где-то что-то построить. А строить уже давно не на что. Давно только долги. Опять замкнутый круг. Я мыкаюсь с этими собаками очень давно, и мало кто понимает, через что я прохожу, перетаскивая их с одного места на другое. Что-то где-то строю, надстраиваю и снова перевожу. Оставшиеся 3 передержки, которые большие, уплотнились до безобразия. Всю осень мы строили и надстраивали. И это тоже я вам показывала. Это все не от хорошего. Но у них тоже силы иссякли. Рабочий сбежал, как вы помните. Здоровье с инсультами. Без подробностей. Так, ну вот на таком вот этапе сейчас у нас вольер. Вот это вот зашивается. Ставятся теплые будки вот здесь. И передняя часть зашивается. И то есть получается, что каждая сторона на 2 собаки. И у каждой будет своя дверь. Вот так.
На деньги за оплату 6 собак. Это небольшая сумма, отправленных мной на одну из нормальных передержек. И вот они снова на эти деньги едут на строительный рынок закупать стройматериал и строить еще хотя бы немного вольеров. Они не в карман себе положили, не на отдых уехали. Они спешно готовили места, чтобы принять хоть кого-то с этой черной, бездушной, меркантильной передержки. И спешно, все в попыхах, вывозили еще 8 собак. 8 собаку они не нашли. Сказали, что она сбежала. Якобы. Мы же это понимаем. Тогда с большим трудом они выдали 8 собаку другую. И это еще не все. Через день я узнаю, что одна собака у них умирает. Вот типа только что. Это дедок. Типа от инсульта. Помните, наверное, его. Но причину его смерти, конечно же, они не скажут. Возможно, инсульт, старость, а возможно, еще что-то. Они ведь не выходят на контакт. А что, ты Так, один взяла, да? две. Вот они приехали к нам собачки. Привет. Привет. Это ты трусишка, да? Ты хорошая такая. И в завершение, забирая собак с этой передержки, получаю наследие массу нестерилизованных собак. Это те собаки, на которых всегда не было времени. То жарко, то холодно, то грязно, непогода, то после отпуска займемся, то сами болеем, не до них. Одна собака беременная, другая с грыжей. В общем, не хочется комментировать. Надо срочно все исправлять, оперировать. И вот, друзья, в течение 2 месяцев, проходя много препонов и трудностей, не освещая вам в подробностях, с огромным трудом, я вывезла оттуда всех своих с потерей 2 собак, детка и одного якобы сбежавшего. Я настолько привыкла решать проблемы одна, а их такое количество было за все годы, что проблемы никогда ни на кого не вешала. А вот сейчас времена изменились, и молчать не могу и дальше. Если я ежемесячно не буду оплачивать их содержание или оплачивать только часть, то собаки окажутся на улице или будут большие потери от отсутствия должного ухода и голода. Но сбежит еще один рабочий. Но человек с инсультом не сможет обслуживать. Это адская работа. С инсультом не разнесешь ведра с водой, не поменяешь опилки, не соберешь все то, что после них собирается. Голодные собаки не молчат, они лают и раздражают соседей. Начнется коллапс, а значит полиция, штрафы и выдвигание условий вплоть до избавления от собак. По результатам января хочу сказать, мы оплатили половину собак имеющихся, а за половину собак остался долг. Наступил февраль, и надо начинать оплачивать всех по новой за февраль. А долг за январь остается. Помимо долга с октября по декабрь, теперь добавляется долг за половину собак за январь. Но разве возможно? Ну разве возможно такое? Такого никогда не было. А вот теперь есть. Из хорошего могу сказать, что за январь у нас уехали в семьи 5 собак. О 3 я вам рассказывала в ролике, а про других расскажу в ближайшем. В феврале также планируется пристройство нескольких. Помогите, друзья, оплатить собак. Помогите оплатить собак. Мне больше нечего сказать. У нас патовая ситуация. Или давайте назовем этот ролик Днем Стольника. Тем более корм закончился на всех передержках. Больше покупать не на что.
Называем днем стольника. Пожалуйста, днем стольника. Неделя стольника. Нам очень надо оплатить корм и передержку. Я вас очень прошу.